Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Минстрой собирается изменить подход к проведению капремонта. В первую очередь планируется ремонтировать дома, которые находятся в критическом состоянии. Решение о капремонте должно приниматься исходя из реального износа дома, а не нормативных сроков, считают в министерстве. Так удастся избежать случаев, когда ремонт делают в тех домах, где он фактически не требуется, но по документам пришло время. Минстрой планирует в рамках технического учета научиться определять физическое состояние конструктивных элементов зданий. Как отмечается экспертное сообщество, такой подход полностью поддерживает. Новые подходы к капремонту планируется заложить в проект стратегии развития ЖКХ России на период до 2035 года, который будет передан в правительство до конца этого года. Документ предполагает повышение качества жилого фонда, городской среды, услуг по управлению многоквартирными домами и общедомовым имуществом. Компания «Алроса» и Томский государственный университет разработают новые технологии в геологоразведке и добыче алмазов. В качестве приоритетного направления сотрудничества была выбрана технология геоинформационной системы экологического мониторинга, которая предназначена для оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды в режиме реального времени, выявления закономерностей изменения качества окружающей среды и принятия управленческих решений. Экологический центр «Алроса» планирует внедрить такую систему для мониторинга экологической ситуации и динамики русловых процессов в зоне производственной деятельности компании и прилегающих к ней природных территорий. Сегодня в столице республики начала свою работу 9-я межрегиональная специализированная выставка «Сахапромэкспо-2019. Недра Якутии. Спецтехника, экология, энерго». Выставка успела стать важным продуктивным деловым событием для региона. Здесь представлено все, что востребовано рынком. Ведущие предприятия отрасли ежегодно представляют здесь свои достижения. Для молодых компаний выставка является апстартовой площадкой. И сейчас на прямой связи с выставки «Сахапромэкспо» находится мой коллега Сергей Михедов. Сергей, я тебя приветствую. Расскажи, как проходит выставка, какое оборудование и технологии представлены посетителям? Да, Иван, приветствую. Официальное открытие выставки «Сахапромэкспо-2019» началось в 12 часов дня. Но свои экспозиции компании-участники выставили еще в 10 часов утра. Хочется сразу напомнить, что в этом году выставка «Сахапромэкспо» посвящена 95-летию золотодобывающего комплекса Якутии. И к нам в республику приехали более 50 организаций, точнее, нам назвали цифру в 58 организаций из 17 регионов нашей страны. Ну, что же здесь представляют? Представляют здесь, естественно, какие-то новейшие технологии, новейшие разработки, такие как спутниковая связь, такие как специальная техника, такие как специальные приборы для энергоэффективности, спецодежда. То есть все то, что может быть полезно промышленным предприятиям. И вот что нам сказали перед началом выставки представители одной из компаний, которые занимаются спутниковой связью. Сергей, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи с нашей студией был мой коллега Сергей Михедов. И к другим темам. Правительство России рассмотрит поправки к закону о закупках товаров, работы и услуг отдельными видами юридических лиц. Это федеральный закон 223, согласно которым самостоятельно занятые граждане будут временно приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний. А в настоящее время самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний только на общих основаниях. Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства при закупках госкомпаний будет действовать некоторое время временно. Согласно предполагаемой поправке, самозанятые смогут принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов малого и среднего предпринимательства. А именно, это обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты и участие в программах партнерства и развития. И, кстати говоря, самозанятые наравне с наемными работниками смогут участвовать в новой системе добровольных пенсионных накоплений. Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в гарантированном пенсионном плане, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Там добавили, что особенности по применению налоговых льгот в отношении самозанятых будут обсуждаться дополнительно. В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о гарантированном пенсионном плане указывается, что потенциальный охват новой системы 72
2,5 миллиона наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений. На сегодня, по данным Федеральной налоговой службы, уже более 250 тысяч граждан России зарегистрировали статус самозанятых. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.